Вот она, друзья, Печора в разливе на 13 мая 2022 года. От берега до берега практически залило все луга. Немножко вот здесь еще бровка осталась. Вот здесь еловый лес, где с Иваном Григорьевичем мы на первый лед ловили. Вот скоро затопит уже. Местами уже вода заходит. Вот бровку, если помните, первый лед. Высота была метров 5, наверное. Здесь до луга бровка все вот затопило. Вот такая вот, друзья, история. Всем привет, друзья. На реке мы не были. На реке-то я был, конечно. И вчера был. Но вчера был рабочий день у меня. Кто еще не знает, я устроился на работу. С монетизацией туго, кредиты надо платить, в общем. Работа моя связана тоже с рекой. В общем, перевожу грузы на лодке 2 раза в неделю. Не знаю, посмотрим, попробуем месяц, как получится. С оплатой там видно будет. Вот. Но сегодня едем спасать палатку. Говорят, она уже в воде вся. Потому что вчера было некогда, вчера был рабочий день, завтра у меня тоже рабочий день. Но сегодня с утра не поехал, потому что сегодня 13 мая мы проводили последний путь нашего односельчанина Алексея. Молодой, работящий, доброй души парень. Просто резко остановилось сердце, его больше нет с нами. В общем, по старой русской деревенской традиции, всей деревни, как поется песенкой по городок, где рождение встречают и навеки провожают всем селом, всем двором, так и у нас. Вся деревня собралась, все проводили 45 лет, жить бы дожить. Даже 45, наверное, не было, 44 года. Да, в октябре, наверное, должно было исполниться 45 лет. В общем, очень жаль. Проводили, помянули. Ну а теперь летим на всех парах спасать наши палатки. Ну, короче, за 3 дня прибыло где-то около 2 метров. Уровень воды просто катастрофический. Вчера еще до верхнего уровня было где-то сантиметров 40. Сегодня утром всем позвонили, сантиметров 10 до бровки было. Сейчас уже Никита позвонил, говорит, палатки твои уже скоро уплывут. Утром парнишки, земляки, подняли спальники, вещи все на кусты, на деревья, чтобы не намокли. В общем, весь вечер сегодня будет у нас эвакуация. Перевезем на более высокие места, потому что добра там много. 2 палатки, пилы, спальники. Ну, все, что мы возили на весновку. Весновка, как мы видим, немного в этом году не получилось. Одно, другое, третье. Резкий подъем воды. Сначала было все холодно, потом резкое тепло, резкий скачок воды. У нас еще немного есть времени, завтра опять на работу. Ну а потом, в воскресенье, понедельник, мы еще немножко поохотимся. Дальше будем рыбачить, конечно же. Немного не удалось то, что планировали. Но ничего страшного. Жалко, очень жалко Алексея. Он навеки останется в моей памяти и памяти наших односельчан, как добрый души, отзывчивый парень. Никому никогда не делал плохого, всем всегда помогал, работящий. 2 детей осталось. Диму дождался с армии. Вот полгода назад сын вернулся с армии. Дочка, школьница. Жить бы дожить. Ну, судьба, видишь, распорядилась иначе. Отец Алексея тоже умер в таком же возрасте, как и Алексей, оставив 5 детей. Он и 4 сестры еще. Всегда будем помнить только с хорошей стороны. Повторюсь, ничего плохого никакого не делал, всегда поможет. Всем помогал. Доброй души. Не раз попадал он и в кадры нашего канала. Сейчас вот сделаю короткое включение, где он на первый лед. Он никогда раньше жерлицы не ставил. Посмотрел на меня, начал ставить жерлицы. С Димой ставили жерлицы. Ага! Я говорю, пурне вас это да. Ты на где брали не? Вести. А? Вести коздур куса. Как ты костас? Да, бранту жена делай ми. Кане кура эти курья искане. Да, то это коздур асием.
Эти коздорас. Да, може, це не от бронту і все. Буранту я естеся помтися видели Дорис кнума бутиканач. Ну, Мчао нормально и оспищи, да. Столько что речи свои точ, пиштис, бляха. Та тека ся пробить ли на кладартасаз? а це ти метр прали? Це не лбольцалома, лоптава. Лыпты-лыптыма. Разница. Сейчас отвечерла, аж мас карт мы вылечти с чемуна. А Димана, він каже, Димас. Дима локта вылымес, я свои четвертый дамбач. Капкана спивечерла до локта. Це лопну косточки. А що не подобало? Нет. Да? Есть. Если крутит, то есть. Ще. Что, подсекай. Піднімай. Остановилась, да. Подсекай, бутикаешь резко. Тяни. О, бля. Хрен ушел вроде. Угу. Тянул, да? Опять ушел, бля. Тянул? Да, нехорошо взял. Значит, ты сюда опять дергал? Вес был, да, хороший. Угу. Опять ушел, бля. Тоже здесь. Да? Я так еще ставил. Он уже меня начал за руки дергать. Ну. Сколько Ну я надо, значит, дать, пусть поглубже заглатывает, а не осторожничает, значит. Блин, опять ушел. Второй раз уже накалывает. Ну да. Ничего, третий раз попадет. О, блин, я думал, еще стоит. А ты эту как раз хоть... Блин, Шо? а что здесь это лед у меня трещит, блин? А вон там тоже это, идешь, да, это, хруст, потоньше лед. Блин. Опять? Я не знаю, может, Ой, бляха. может отцепился, блин. Дальше-то не крутит он. Погоди. Сам что ли? Сам не мог же ведь? Пусть. Может, у меня этот срывается, этот флажок сам. А окунь срывает, думаешь? Да. А флажок загни тогда. Не, сейчас же вес же был, тянуло же. Ну, тогда да. А сейчас? О, опять таскает, блядь. О, А окунь живой? живой, Большой? такой. Блин, 2 раза подряд же не может. Что тут льда вообще нету, что ли? Почему нет? Нет. А что он хрустит-то, блин? Ничего, ты вообще не в кайф здесь рядом с тобой находиться. О. Дергает? А ты резче подсеки его, да. Вот видишь, аж натягивает. Ну резче подсеки, резко. Подними? Да, резко подними. Во, вроде бы попал, не знаю, уйдет, не уйдет. Есть. Идет, потихоньку, идет. Опять ушел, блин, да что ты, а? Опять сошел. Да вот скотина, ну все равно мы тебя поймаем. 3-й раз уже. И главное берет сразу, получается, блин. Плохо берет. Блин, Дима, не подходи нафиг. Дима, не подходи. Не Пускай это хорошо заглатывает. Потом я буду дергать его. 3-й. У тебя с поводком без? Это без. Без поводка-то опасно. Так бы я закинул. Без- Там без- что маленькая была, да, на грамм 200 не порвала. Без поводка-то, блин, опасно. Блин, у меня на лыжах еще прилипает этот снег сырой, блин, еще хуже. А что, по весу нормальная? Нормально это, не тяжело шло, блин. Пусть заглатывает тогда нахрен до жопы, блин. Он во рту держит, а не глотает, получается. Флажок что-то этот? Флажок кусень тился. Да ты, а. Да, сам конец загни. Сильнее надо загибать конец. Во. Что у тебя дырки больше, чем это. А? Дырки, говорю, большие прорубил. Не уйдет жерлица у тебя. Не. Ладно, попробую тоже поставить. Блин, тут опасно посередине. Хрустит все, блин. А что ты мне раньше не сказал, что чуть-чуть флажки подгинать? У меня там какой-то вообще слетал, блин. Не-не-не, окунем будет срывать. Надо конец загибать. Да? И когда ну, слабину резко подсекай, если он слаб бывает это. Ну, сейчас этот подсек, да он шелочка. Видимо, они хорошо заглатывают. Больше не возьмет. Возьмет, он же сейчас сразу 2 раза взял. Он уже сразу подряд брал, да. Так, А что делать ты думал? быстро идешь, еще быстрее хрустит. Так, О,
О, о, о. Блин. Нахрен. Опасно. Конечно, они на 30-40 килограмм полегче. Опять же, на последний лед. Буквально каких-то 2 недели назад. Ну, 3 максимум там. Перед Пасхой это было. Мы были на озере. Вот здесь ссылочка на тот ролик. И сегодня мы с дружной компанией. Димон, поздоровайся. Больше года Диму не видели на канале. А он и батя Димкин. На танке. Будет тебе На танке. Вот и опять мы на озере. И как мы видим, здесь можно кататься на коньках. Озеро застыло, а Печора нет. Печора уже ушла, ты что? А, видишь, с одной стороны, как хорошо легкие буксировщики. Форза, да? Ну, также вон 2 человека спокойно катаются, ездят. Я, Это- сначала два. Мы есть. А, заплатка? Ну, в общем, приступаем к рыбалке. Опять же, он помог мне, там у меня проблемы были с подшипником, он нашел подшипник, поменяли, все это сделали буквально за 10-15 минут. Все инструменты у него были, быстренько. Я говорю, все у него всегда есть, все он всем поможет. И вот теперь его бац, и резко так не стало этого человека. Очень жаль. Хорошие люди почему-то уходят быстро. Будем помнить всегда Алексея. Ну, так распорядилась судьба. Погнали, друзья, спасать наши палатки. Как вывезем все на высокое место, будем попробовать отсидеть вечернюю зорьку, утреннюю. Если получится, что-нибудь да постреляем. С рыбалкой не знаю, сети на озере стоят, то, наверное, утонули. Попробуем их проверить, если получится. У меня резинка и массети, все это все на острове затонуло. Сегодня будет у нас до ночи спасательная операция, а потом вечерняя утренняя зорька. Ну а завтра с утра опять рабочий день у меня. Будем работать. Так что получится, заснимем, покажем и вам покажем. Погнали. Ручка, поехали. Это хорошо. Вот, как мы видим, уже вода заходит на луга. Еще неделю назад мы здесь ходили метров 5, глубина была бровки. А сейчас мы скоро увидим, как плавают наши палатки. Это фюзеляж. Да, прошлый год такой воды не было. Палатка уже плавает. Одна, вторая. Вот вода была до сюда 3 дня назад еще.
О! Можно с лодки сразу заходить в палатку. Милости просим. Палок на 8. О! Вот это да. Так, наши действия. Первым делом спасаем все то, что пацаны вот повесили, что сохнет очень долго. Спальники, матрасы, штаны, ватники, одежду, печки. А потом уже все остальное собираем. Палатки, печки и все такое. Ну, в принципе, мы успели вовремя. Еще сантиметров 10, и это все бы уже поплыло. В принципе, вот оно уже все плавает. Ну что, приступаем к эвакуации, можно так сказать. Погнали. Все, как мы видим, уже вода затекает. Затекает отсюда сюда уже. Все, пошла выше бровки уже. Выше бровки пошла. Вон, как мы видим, ручьем затекает. Дрова, скорее всего, наши уплывут. Ну да. Опа, опа, опа. Блин, 3 дня назад мы еще здесь жили. Вот наш столик. Вот наш стулик. Стул-то бог с ним. Так. Что у нас в спальниках? Это-то еще на досках. Опа, опа. Опа, опа. Так, первым делом, пока не намокли, одеяло спасаем. Спасибо пацанам. Выручили, конечно. Одеяло бы сейчас мы уже не высушили. Но одеяло были палатки, они там на досках, может быть, еще не намокли, но все равно спасибо. Видишь, взаимовыручка всегда поможет. Так. Ведра это потом. Надо все делать очень быстро. Иначе будет очень сыро. Так, брезентуха. Брезентуха, она вырастет. Высохнет, то есть. Главное, спальники вон. Все, вода затекает уже, вон, как мы видим, все. Прет она. Вон. Ручьем уже заходит. Еще полдня. И здесь будет море-океан. Мы успели вовремя. Спальники сухие, уже хорошо. Мой не знаю. Мой здесь, надо его посмотреть. Так, вроде там. Сейчас посмотрим здесь, что у нас осталось. Березовый сок. Березе, наверное, воды хватает. Все, заходим в палатку уже с воды. Палатка-то высохнет. Так, ну чё, в принципе, еще не все потеряно. Черви, масло, все убираем. Мелкие вещи, бардачок. Да ёшкин кот, что ты, блин? Пила, чехол, все это пока еще сухое. Ну, в общем, как-то так, друзья. Будем делать эвакуации. Вот здесь добра еще хватает, но еще это сухости все. Сейчас мы это все будем складывать в лодку, что успеем. В первую очередь отсюда. Мешки, вот все это. Там на досках еще нет. В общем, все, что может намокнуть, кидаем сюда, а потом разберемся. Готовились к веснолке. Готовились к веснолке. И так вот все вот обломало. Прошлый год такого не было. Прошлый год вода поднялась до сюда, мы с ровкой палатки убрали по сухому.
Потом вода пошла на спад. В этом году все серьезнее. Вон сколько всего годами нажитое имущество. Завтра бы вечером это было бы уже, скорее всего, в сыром виде. Пока еще не так все плохо. В общем, друзья, принимаем экстренные меры к эвакуации. Все убираем, все собираем. Получится за один рейс, хорошо. Нет, так сделаем 2-3 рейса. И перевезем пока на более высокие места. Как-то вот так. Вот такая вот у нас быстрая, резкая весна. Вот так вот все у нас затопило. Прошлый год с Романом мы когда сматывались, вода была буквально вот до сюда. Здесь было очень много утки. Все. Прошлый год дала знак, в этом году знак повторный. Следующий год надо делать палатку местом повыше. Я уже в принципе определился. На следующий год весновка будет в другом месте. Вот как мы видим разводы. Рыба. Это по-любому рыба. Вон мальки или что, не знаю, но кто-то там плавает в этой воде. Может быть мальки, а может быть рыба покрупнее, не знаю. В принципе, вон 2 утки летят. 2 утки. И в принципе, здесь прошлый год было утки очень много. Если караулить вот здесь шалаша, здесь сделать шалаш. В принципе, место даже очень перспективное. Утка сюда садится. Ну, поедем в другое место. Сейчас мы все это убираем. И валим. Валим, собираем и валим. Успели. Немножко палатки намокнут, но ничего страшного. Погнали. Основное все загрузил. Остались 2 палатки, 2 печки, стол, посуда и теплый пол. Ну и там 2 ведра и бачок. Здесь у меня все уже полное. Так что поехали сначала вывезем это. Все. Топор еще сейчас надо закинуть топор. Вон, все, уже в палатку заходит вода. Где наш березовый сок? Блин, надо. Так еще не попьешь. Блин, сейчас и без сок-то не достанешь. Пить охота. Все, уже соковыделение закончилось. Начала мутнеть вода уже. Там вот чистенькая еще. Хотя воды-то хватает. Вон, скоро появятся листочки уже. Почки набухли. Я говорю, неделю назад еще была зима, а теперь уже практически лето. Просто катастрофическими темпами пришла весна. И вода поднялась метра на 3, наверное, меньше, чем за неделю. Прошлый год такого не было. Как-то вот так. Все, поехали эвакуировать годами нажитое имущество куда-нибудь более на высокое место. Там я местечко уже выбрал. И на следующий год, скорее всего, палатки будут у нас находиться там. Так, ну а пока пол, наверное, отсюда вынести. Ладно уже, недолго. Туда-сюда съездим. Надеюсь, сделаю отметочку. Приедем, посмотрим. Я найду, надеюсь, минут вот так вот сделаем на границе. Вот так вот. Поставил отметку на уровне сучка. И посмотрим, насколько прибудет вода. Затем минут 20. Все, погнали. Дрит-кудрит нагрузились. Сейчас я вернусь и заберу остальное. Не сказать, чтобы охрененно высокая, но по-любому на полметра повыше, чем там. И мы, пожалуй, и здесь остановимся.
В будущем здесь надо будет вырубить нормальную пристань. Шиповник, правда, смотрю здесь. И будем выгружаться. И здесь вот там вот местечко повыше. Чуть подальше от шиповника, на гривке. Вот здесь и будут на следующий год стоять наши палатки. Ну, на полметра повыше, да. Тут хороший облет. Вот утка здесь летит, можно стрелять в лед. Утка здесь плавляется, можно стрелять с плавляющихся. Так что вполне перспективное место. А сейчас здесь залет низину. Утка будет садиться и сюда. Так что здесь будет наша база. Все. Выгружаемся. Так, первый рейс выгрузили. Кстати, друзья, пока выгружались, вот там, не знаю, видно, не видно, низина вся в воде. И прямо сюда парочка крякаш с крякушей приземлялись вот так. Но я выгружал, кидал, и они шуганулись и улетели. Так что вполне возможно, прямо сюда будет лететь утка. Так что, может быть, возможно, здесь и будем прям сидеть, никуда не пойдем. Но нам надо еще проверить. Что, дождь, что ли, заморосил? Еще чего не хватало. Надо будет какую-то палатку натянуть обратно. И все это закидать. Поехали быстрее за палатками. Одну палатку надо будет натянуть и все туда спрятать. Но это ненадолго. Ой, черочек. А нет, кулик какой-то. Это ненадолго. Завтра уже и здесь затопит. Вот, в принципе, и все готово. Пришлось, правда, повозиться, собрать две палатки. Времени прошло где-то час, может быть, больше. Все-таки это сколько колышков, сколько веревочек. Это все надо упаковать, все в кармашки. Сложить одну палатку в чехол, вторую палатку в чехол, одну печку в коробку, вторую печку в коробку. Вода, как мы видим, вон прет на глазах. Там, где стояла палатка. Ну вот, в принципе, само место палатки, вот я выбрал самое высокое место. Вот предбанник был в воде. Сама палатка была, в принципе, сухая. Теплый пол, все было сухое. Тут тоже угадали. Постелили доски в 2 слоя. Вон, как мы видим. На земле была бы палатка, она была бы уж сырая. Была бы первый слой, прогнулась, была бы сырая. 2 слоя нормально. Не убираю доски в кусты, потому что третьим рейсом я, наверное, перевезу часть досок, 4-м вторую часть туда, куда собираюсь поставить палатку на следующий год. Это чтобы не возиться мне зимой на корытах. Закреплю куда-нибудь в кусты, привяжу, чтобы не уплыли, если вода прибудет. Следующий год весновка будет у нас на том берегу. Вот, как-то вот так. За собой, в принципе, все убрал. Остались вот дрова немного. Сухие дрова даже вон с собой забрал. Тогда пару чурок. Сейчас вот 6 чурок забрал. Сырые дрова забирать не стал. Пусть лежат. Уплывут, уплывут. Нет, так нет. Тут вот тоже на столик поставил дрова. Мусор, в принципе, стекло, пластик убирали все. Остались бумага, яичная скорлупа. Хотели сжечь. В принципе, это не пластик. Все это сгорит. То, что 2 бутылки лежат, это вы не думайте, это не мусор. Это поплавки от продольников. Вот они, грузила. Вот это поплавки. В принципе, все убрали. За собой оставили полную чистоту и порядок. Осталось убрать только доски. Но это я говорю, вот приеду 3-м, 4-м рейсом, наверное, сегодня, если успею. Вот. Сначала надо съездить у меня, сходить еще там поискать масть-сеть, резиновая лодка там на острове. Сначала вот это, а потом уже доски. Звонил Серега, хотел приехать. Если что, потом доски отвезем вместе. Вместе оно получится быстрее. Основное я убрал. Задачу минимум я сделал.
главное, чтобы сегодня за ночь вода не поднялась больше, чем на полметра. Если будет больше, чем на полметра, придется эвакуировать еще и оттуда. Ну вот, в принципе, и все. Осталось отъехать, причалить, выгрузиться. И поехать спасать резиновую лодку, мосеть. Палатка там тоже все есть. Это нагривки, все это уплыло. Пацаны, говорят, кое-что повесили на кусты. Надо будет посмотреть. Сегодня у меня обновка. Купил новые бродни, потому что в дырявых броднях я замучился. Ноги постоянно сырые. Может быть, еще из-за этого и приболел. Гайморит не дает покоя. Ноги надо держать в сухости и в тепле. Вот, нет, я думал утка. Да? Нет, я думал чирок. Выстрелы слышны. Утка потихоньку идет. Так что, возможно, вечерком, утречком мы еще и сегодня поохотимся. Все, поехали. Не будем. Спасибо местечко и на этом. Жаль, конечно, что затопило в этом году. Прошлый год мы с Ромой отсюда свалили. Вода была прямо на подходе. Лодка была больше. Ну вот, если найду, включу кадры прошлогоднего, когда мы уходили отсюда с Романом с Весновки. В этом году все пожестче немного. И вода прет. И, скорее всего, вот это все затопит. Может быть, дрова унесет. Ну, не знаю, может, вот эти останутся. Эти унесет. Да и бог с ним. Дрова унесет, новые сделаем. Намокла соль. Вот повесил на кусты. Она была под досками. Намокла соль. Намокло мыло. Ну и палатки снизу немножко крылышки подмочила. В принципе, все сухо. Все спасли. Так что все получилось. И это главное. Погнали. Смотрим, как лодка пойдет у нас с перегруженным носом. Даже мотор успел остыть. Ну, с Богом. До свидания, Весновка. Как баркас. Производитель утверждает, что лодка грузоподъемность 500 килограмм. Я соточку в одежде, скажем, 120. Ну и тут сотни две как минимум. Просто неравномерно все в носовой части, весь груз. Если бы все равномерно, пожалуй, поехала бы ровно. А так едет. Здравствуй, здравствуй, новое место Весновки. Ну, в принципе, приехали. Так, начинаем выгружаться с носовой части, потому что там перегруз. Если жопу выгрузим, будет плохо. Все, погнали. Вот, смотрите, сколько барахла. Вот и лужа. Тут уже могут быть утки садиться. Может, сидят. В общем, все, начинаем выгрузку. Даже дрова привез. Опа. Вот как-то вот так.
Ну вот и выгрузились. Все сделали культур-мультур. Все, что может промокнуть, накрыли. Палатку пока натягивать не стал. Все, потом время вечереет, слышно выстрелы. Надо идти смотреть, где у нас, где наша резиновая лодка, где наши массети. Мы еще сегодня не все спасли. Спасательная операция продолжается. Осенью здесь приеду, сделаю причал. Все эти кусты выкошу, почищу. Сюда можно будет поставить сеточки, если что. Все будет культур-мультур.